конце января съездил второй раз на Донбасс. После первой поездки в 2017 году я еще надеялся, что выход из военного тупика будет скоро найден, но эта надежда окончательно улетучилась. Я не брал в руки оружие, не сидел в окопах и не вел военной работы, просто наблюдал, слушал, думал. Моими собеседниками были и кадровые российские офицеры, и реальные ополченцы, и приезжие трактористы, и настоящие местные шахтеры. Если вы хотите спросить меня, как я переходил границу и оказывался в расположении боевого подразделения в 400 метрах от передовой, я вам сразу и честно отвечаю. Мне помог герой войны в Афганистане тюменец Виктор Скрипченко. В чем смысл войны для ее участников? Конкретно под Мариуполем? Удерживать позиции и ждать, когда политики дадут команду атаковать. Или подпишут мир, проведут разграничение территорий и отведут войска в тыл гарнизонов. Но ни того, ни другого не происходит уже 5 лет. Какой смысл имели войны со времен первых цивилизаций в период последних 12 тысяч лет? Победить, завоевать и пользоваться. По странной исторической логике, Россия на рубеже тысячелетий утратила ключевую цель всех боевых действий. Она воюет, но не пользуется. Победой над фашистской Германией пользуются другие победители, вместе с проигравшими, но отнюдь не мы. Победой над Японией то же самое. Победой в Корее семья Кимов, которую нам надо накормить. Победой во Вьетнаме пока никто, кроме самих вьетнамцев, но нас там давно нет. А проигравшие американцы уже вновь присутствуют. В Афганистане мы захватили все перевалы, героически сражаясь, а потом ушли в долину и покинули страну. Какой там пользоваться? Там даже Македонскому ничем попользоваться не удалось. Но он хоть в Персии и Вавилоне сундуки набил, а мы нигде. Приднестровье, Абхазия, Осетия, Чечня и Грузия. Кто скажет, что народ российский обогатился за счет войны? И Украина. Благие цели, желание помочь Донецку, потом война и вновь тупик. Территория захвачена, а выгода какая? Геополитики, конечно, легко объяснят, как выгодно участвовать и побеждать в подобных войнах. Их бы в окоп на Южный фронт под Мариуполь на пару лет. Сражайся сам за процветание белой расы. Умри на бруствере за нефть и молибден. Я бы приехал, посмотрел, как продолжает битву мировой правитель. В обделанных штанишках с осколком мины вместо языка. В аэропорту Ростова я слонялся между барами и стойками регистрации, ожидая рейс в Тюмень местной авиакомпании «Азимут». А в моей голове, как сердечный пульс, как стук мозга по черепной коробке, звучали два слова: «Прощай, война». Прощайте, парни, Бульба, Джордж, боксер, доцент и Алик. Прощайте, командиры, Утес и Пепел. Прощай, Ростов, прощай, война. Ты потеряла для меня смысл навсегда. Тут же в аэропорту я узнал, что авиакомпания «Азимут» обанкротилась. Мой самолет в Тюмень не полетит. Билет пришлось просто выбросить, он был невозвратный, и покупать новый рейс через Москву. Азимут моей жизни – банкрот. Война со злом бессмысленна, как всякая война. Зло не по ту сторону окопов и не по эту. Оно во мне и потому непобедимо. Какой мне смысл бороться сам с собой? Зачем мне целиться в себя? Какая разница, плохой я или хороший? Я не хочу быть лучше, чем я есть. Прощай, война. Какой уж есть, такой я и предстану. Парнишку с позывным «Спец» убило взрывом выстрела из танка у той столовой в расположении роты, где мы недавно с ним стояли после обеда из 3 блюд. Красивый парень, умный, молодой. Я сделал его фото, и оно стало последним. Война слепа. Прощай, война. Мировое господство на планете какого-либо одного государства сегодня невозможно. Это пройденный этап цивилизации. Придет ли время миропорядка без деления на господ и рабов? Я уже не верю. Единственное, что хочу, улететь домой и лечь в свою кровать. Помню, добрался ночью до Москвы, и вот уже лечу в Тюмень на высоте 10 тысяч метров. Глянул в иллюминатор, темнота, и редко-редко, где внизу огоньки горят. Не над Европой летим, безлюдье российской земли ночью поражает. Вот, думаю, нас, пассажиров, летит в этой крохотной консервной баночке с крылышками 200 человек. Гигантский космос над нашими головами, 10 километров черной пустоты под нашими ногами. Сидим плечом друг к другу, касаемся локтями. Мы все чужие и друг другу не знакомы, но мы в одной банке.
Сейчас крылышко обломится, и как понесемся мы в черную пропасть вверх тормашками. И забудет каждый о том, что он кому-то где-то господин. Может, кто-то маму вспомнит, или сестер и братьев, любимую супругу и детишек. Может, кто начнет молиться, успев подумать: Господи, спаси. За доли секунды все, что есть в душе, доброго, светлого, мудрого, вспорхнет из погибающего сердца. Душа не может падать камнем в землю, она продолжит свой полет, оставив бессознательное тело, впавшее в безумие страха. В один последний миг мы ощутим те чувства, которые останутся лететь по небу и станут образом другого человека, который будет жить долго в далеком и прекрасном мире на земле, где главная забота о любимых и родных, не о себе, а о каждом на планете. Вот эти души светлые, что не упали вниз вместе с консервной банкой и станут человечеством Вселенной. Я посмотрел на своего соседа по салону самолета, мужчину средних лет в коричневом костюме, дремавшего после московской суеты. Глянул на ряды затылков впереди до шторки эконом-класса и улыбнулся, задав себе вопрос: интересно, с кем из затылков я встречусь через пару миллиардов лет? На ближайший год цель моей жизни стала мне ясна: быть внимательным к супруге и чаще проявлять о ней заботу в мелочах. И никого не злить, ни с кем не воевать. Живите с миром. Прощай, война. Весной 2019 года я очень рано для наших сибирских географических широт уехал на дачу 2 апреля. На участке еще лежал снег. Озеро Андреевское было покрыто льдом, вернее снежной кашей, утратившей белизну и плавающей на поверхности вместе с ледяным крошевом. Озеро это считается заповедным, образовалось оно 12 тысяч лет назад, при потеплении климата и отступлении края ледника на север, береговая линия и сосны у воды. Все как тогда, когда здесь жили предки всех существующих сегодня европейских наций. В научной археологии существует термин «Андреевская культура». Раскопки тут идут более 100 лет. На берегу озера есть музей, а территория вокруг музея в радиусе полукилометра считается заповедником. Поставлены предупреждающие об этом таблички, и даже есть забор в лесу вдоль дачной автострады. Мне повезло в чем? Мой участок находится между двумя древними городищами. Одно известно многим, рядом с ним сейчас песчаный пляж, а другое посещают лишь рыбаки и грибники. Оно на краю камышовых зарослей, бродить вдоль которых мало кому интересно, а подъехать к нему на обычном автомобиле сложно. Вот это городище, скрытое от горожан, очень хорошо сохранилось и не утратило своего первоначального контура. Круглый земляной вал возвышается на 2 метра и видна линия рва вокруг него. Когда-то этот вал был 6 метров высоты, на нем стоял частокол из бревен и заостренными концами. Но это была не крепость для отражения атак соседей, а ритуальный круг для исполнения таинственных обрядов всех племен, тут живших 4-6 тысяч лет назад. Этакий Стоунхендж в сибирском исполнении. Аркаим местных жрецов, защищенный от досужих взглядов общины скотоводов. Весной, после прилета из Ростова, мне тоже захотелось поставить чистокол и скрыться от фактов и событий текущей жизни общества войны. Собеседники мне были не нужны, поэтому я уклонился от предложения моих давних дачных знакомых Гоши, Ромы и Сергея отметить открытие сезона. «Ребята», — сказал я Гоше, когда он приветственными взмахами обеих рук остановил мою машину у поворота в мой дачный переулок, «если нужно, возьмите 100 рублей, но в домик мой ко мне не заходите, я не буду». «Что, заболел?» Гоша не расстроился, но удивился. «Типа того». Общение с людьми ограничилось общением с моей супругой, которая осталась в городе. Утром докладывал ей по телефону, что жив-здоров, вечером желал ей приятных снов. Вот и весь мой диалог с людьми и человечеством. Через неделю стал замечать, что разговариваю не только сам с собой, но и с предметами, так сказать, неодушевленными. Надо, например, подрезать ветку сливы, я возьму ее в руку и говорю: «Понимаешь, если я тебя оставлю расти дальше, ты вытянешься на 1,5 метра, а потом во время грозы тебя сломает ветер. Причем не здесь, где я тебя держу, а у развилки со стволом, и ты погибнешь вся. Поэтому не обижайся, так будет лучше». И уж после такого вступления нажимаю на рычаг секатора. Зачем я убеждаю ветку? Зачем я говорю ей вслух? Подвешиваю на гвоздь железный тазик. Только отвернулся, он упал и загремел на деревянном тротуаре. Беру его в руки и говорю: «Слушай, тазик, если ты еще раз меня напугаешь, я тебя так привяжу веревкой к гвоздю,
что тебя ураган не сможет оторвать, и ты будешь висеть привязанный навечно. Будешь просить меня: развяжи, мне скучно и ручку больно, а я не подойду, хоть запросись. Ветка, она живая, на ней набухают почки, а с ржавым тазиком зачем говорю вслух? Ну а когда перед закатом отправлялся в лес за березовым соком, шел не за очередными литрами прозрачной сладковатой жидкости, по вкусу похожей на парное молоко. Нет, жидкостью этой я уже был переполнен выше подбородка. Шел побеседовать с тремя моими слушательницами. Березкой-младшей с тонкой белой кожей, березкой средней с корой упругой, но без бугров у корней, идущих в землю, и старшей березой, стоящей на своей отдельной поляне, без молодых соседок. 3 березы женщины были в ту весну олицетворением всех женщин, которых я когда-либо встречал. Я говорил с ними о судьбе женщины, о грусти женской красоты. Говорил так, будто хотел их успокоить и утешить. Наверное, неплохо говорил, потому что без подарка ни разу из леса не вернулся. Строчка из песни «Я в весеннем лесу пил березовый сок» была мне понятна, как никогда ранее. Как хорошо быть одному в лесу весной, впитывать сок корней. Почти 30 дней, каждое утро и каждый вечер после возвращения из леса у меня стоял на столе бокал свежего сока. А когда зазеленели почки, я обнял каждую из сестричек и каждую поблагодарил. Закрыл сосочек влажной глиной, проверил, надежно ли дезинфицировал донорскую ранку и поклонился березовому лесу, что вправо от святилища жрецов. Кстати, я несколько раз планировал отправиться вечерком к святилищу, чтобы посидеть одному у костра внутри вала, послушать землю, поговорить с ней, спросить, как жили люди каменного века в краю, где нет камней. По утверждению ученых, здесь жило людей больше, чем живет сейчас. Представляете, сегодня на берегу есть и поселок, и деревня, и военный полигон, есть 5 дачных сообществ. В одном моем товариществе более 1000 участков, но все равно нас меньше, чем обитало здесь 5000 лет назад. Тут, как в Египте, копни лопатой и увидишь черепок с орнаментом. Серьезно, я копнул и сразу же нашел. Меня консультировали археологи из Новосибирска, разбившие свой экспедиционный лагерь недалеко от пляжа. Мои черепки по времени изготовления глиняной посуды соответствуют периоду первых фараонов. Следы людей здесь обитавших ведут на Алтай и в Индию, и в Анатолию, откуда они ринулись на египтян во время битвы при Кадеше. Помните Рамзеса и колесницы хеттов? За пару тысяч лет до битвы хетты пасли скот вдоль берегов моего озера. За чистоколом в центре круга сидел их древний вождь, автор Ригведы сидел рядом. Вождь этрусков здесь тоже побывал, как и прадедушка троянцев, предок Леонида, царя спартанцев, когда-то был здесь, начинающим жрецом. Вот думаю, разожгу огонь костра и буду слушать, как совещаются старейшины. Не о добыче и распределении улова. Этот порядок был налажен на протяжении как минимум 20 веков. Не о наказании нарушивших законы племени. Их просто выгоняли с обжитого берега раз и навсегда. Благо здесь других озер и полноводных рек, подобных Нилу, не хватит пальцев сосчитать. Мне интересно, что знали старейшины о землях дальних и почему однажды уходили в страну солнцерождения или отправлялись в путь к стране солнцестояния. Кто был смелее, род белой чайки или племя лунного быка? Мне постоянно что-то мешало уйти к святилищу и зажечь в нем костер. Сначала ждал, когда растает снег, потом ждал, когда подсохнет земля в центре вала. В выходные приезжала супруга, я не хотел уходить в лес и оставлять ее одну. В другие дни недели то надо было ждать электрика, чтобы поменять старый счетчик на новый, то переносить этот счетчик из дома на столб за оградой, то ждать сварщика и ремонтировать поливочный водопровод. Что-то уберегло меня от разжигания костра в святилище. Дух огня был рядом, но я его не разбудил. Что еще заметил весной в своем поведении за железным забором моего личного кусочка земли? Я стал часто вслух разговаривать с птицами. Прилетит синица, чтобы поискать своим острым тоненьким клювом просыпающихся мух в пакле между плахами с южной стороны моего брусового дома. Я ей строго выговариваю: слушай, синица, хватит дергать паклю из щелей. Не зима же, вон лес кругом, лети туда, там полно деревьев, шукай в коре жучков и паучков. Не ленись, а то куски пакли уже по всему участку разбросаны.
Ты клюнешь, улетишь, а мне потом надо лестницу ставить и дырки заново конопатить. Хватит, голодуха прошла, мою стену больше не трогай, а то я ведь и метлой могу махнуть. Стану у стены как чучело, да как шарахну метлой по стене, забудешь и про мух, и про обед. Синица перелетит со стены на ветку груши, думает, вижу, сомневается в реальности моих угроз, и уже по веточкам с груши на яблоню прыгает, с яблони на облепиху, и опять в шаге от стены высматривает, под каким бревном продолжить поиск очнувшейся от спячки живности. Мне лень вставать со старенького дивана, что стоит на моей веранде, из которого я наблюдаю за всеми событиями вокруг моих ягодных кустов и плодовых деревьев. Ну ладно, синица, говорю птице, разрешаю в последний раз, откушай, что найдешь, и все, чтобы клюва твоего в моем доме больше не было. Где-то через дней 5 замечаю, а ведь синица действительно больше не прилетает и не ищет блох в щелях моих построек. Наверное, улетела в лес. Там теперь действительно и сытнее, и привольнее. До осени ее не увижу. Если бы она сказала, что заглянула по весне перекусить у меня напоследок и со мной попрощаться, я бы и не грубил, и нашел для нее слова нежные и ласковые. С сорокой, например, я общался уважительно. Привет, рад видеть, как перезимовала. Та стрекочет с вершины огромной сосны на участке у соседа. Да нормально, морозов не было, хвост цел. Привез чего-нибудь вкуснее мерзлых почек? Отвечаю ей вслух, привез, сейчас вынесу. Ну и раскладываю для нее кусочки сыра на крышке бочки, что стоит по центру между домиком и баней. Она дожидается, когда я вернусь на свой диван, слетая с вершины сосны на конек крыши бани, и опять стрекочет. Ты сделай вид, что отвернулся и меня не видишь. Я ведь не курица, чтобы клевать под взглядом человека. Просьба сороки мне понятна. Не хочет птица достоинства терять. Она живет в лесу, а не в хлеву. Ей несколько стеснительно уподобляться тем, кто слишком доверяет человеку и клюет зерно из его рук. Доверчивых не кормят, а прикармливают, чтобы потом зарезать. Сорока – птица свободная и умная, а главное храбрая, в бою на дереве, когда какой-нибудь котяра решит, цепляясь за древесную кору, подняться по толстым сучьям к сорочьему гнезду. Вот сыр на бочке, я на диване и делаю вид, что отвлекся и в сторону сороки не смотрю. Она отлично знает, что один мой прищуренный глаз косит в ее сторону, но понимает, что я остался прежним. Силков не расставляю, рогатки у меня нет, как и других орудий лова и охоты. Она улавливает своим птичьим слухом миролюбивость моих слов и взглядов, отсутствие в них отблесков агрессии и обмана. Мое желание поболтать с ней о том о сём ее не удивляет и не тревожит. Это с людьми бывает, так ведут себя многие, кто первый раз после зимы приезжает в свой дачный участок. Сорока – птица зоркая и очень осторожная. Она облетит место, где лежит какой-нибудь кусочек пирожка, несколько раз. Если надо, позовет других сорок, чтобы держали под обзором все подходы к пирожку. Осторожность – это не трусость, это признак ума, а не черта характера. Итак, мы поздоровались, приличия соблюдены, можно лететь к столу, взмах крыльев. Над бочкой мелькнул черный хвост. На секунду приземлилась, взяла в клюв сыр и улетела. Минут через 5 на сосне слышу сорочий стрекот. Поднимаю голову и спрашиваю, не понравился? Пальмового маслица слишком много. Она отвечает с верхушки, чуть не подавилась, но все равно спасибо.